Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на вашего мужчину. Тема звучит так. К чему вы должны быть готовы в отношениях с этим мужчиной? Особенно хорошо подойдет эта отсыпочка для тех, кто только лишь встречается, кто только начинает совместную жизнь. Загадывайте, мои хорошие, на мужчинку, представьте его, назовите по имени, загляните в его глазки, так и спросите: мой милый, дорогой, а ну-ка расскажи, как на духу расскажи, к чему мне нужно быть готовой в отношениях с тобой. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как много тонкостей. Ну да. Девочки, отсыпка общая, принимайте на себя. Но знайте, вы на эту отсыпку попали не случайно. Так, мужчина неплохой. Ну, вы бы плохого не выбрали. Это точно. Мужчина с вами разного темперамента, разных взглядов и даже разных вкусов. Ну, вы как светлый день, а он больше похож на поздний вечер. Да, не ночь, поздний вечер. Может быть, вы жаворонок, он сова, либо наоборот. Вы, например, сладкоежка, а он любит очень острую еду. Да, вот вообще разница идет колоссальная. Вы любите читать, а он любит, я не знаю, в игры играть компьютерные. Вы любите море, он любит горы, да, либо там снег. Так, тут вы, конечно, не сходитесь, но это классно. Вы друг друга будете обогащать, то есть вы будете показывать ему свои интересы, да, насколько это классно, насколько это увлекательно, а он, соответственно, будет свое вам показывать. Жизнь вот с ним богатая на приключения, на события и на неожиданности. А он, кстати, у вас очень непредсказуемый мужчина, не потому что он такой от природы, а потому что он редко полагается на разум, больше действует по какому-то наитию, да, по нерву. Вот нерв заиграл у него, он такой: все, поехали, пошли, купили, сделали. Такой вот он у вас человек. С этим он совершенно не умеет бороться. А вы наоборот, вы очень такая серьезная, прагматичная. Вы вот даже если какие-то моменты есть эмоциональных там стрясок, да, вы умеете взять себя в руки. Вы умеете себя отговорить, вы умеете себя уговорить. И это очень классно. Вы друг друга хорошо дополняете. И смотрите, вы для него, как стоп-кран, да, стоп-кран. Вы его сдерживаете, вы по большей части, благодаря вам он не попадает в какие-то неприятности, либо не совершает действительно каких-то глупых поступков. И чем дольше вы вместе, тем он стабильнее становится, да. Вот ему чего-то хочется, и вот он готов уже туда бежать, а потом бац, вспомнил про вас и думает: а она бы не одобрила, да, либо она бы поступила по-другому. Вот. И это его уже сдерживает. И он уже так замедляется, он начинает думать, он начинает размышлять. Да, голова ведь не только для того, чтобы кушать. Вот, пример берет с вас. А вы, наоборот, берете пример с него. Потому что он прям на расслабоне живет, а вы вот действительно такая вся сгруппировалась, идет по жизни прям в таких доспехах. А вдруг что случится? С ним вы можете расслабляться, и глядя на него, вы тоже иногда себе либо уже позволяете, либо в будущем будете позволять расслабиться. И это хорошо. Так, к чему вы должны быть готовы? Сколько бы вы этого мужчину не знали, сколько бы вы вместе с ним не были, но вы про него кое-что не знаете. Это человек очень преданный.
невероятно преданный. Он верен своему слову, своему внутреннему обещанию. То есть, если он поклялся, если он пообещал, либо сам себе пообещал, вот в лепешку разобьется, и он сделает. Вот поверьте, так оно и есть. Хотя я думаю, что вы в этом убедитесь. Обязательно убедитесь, возможно, даже и не раз. С одной стороны, это просто замечательный положительный плюс, но с другой стороны и минус. Потому что люди лукавые, люди беспардонные, наглые могут этим пользоваться. И, скорее всего, в его окружении есть такие люди, которые это знают и этим, без всякого зазрения совести пользуются. Это невозможно искоренить. Вот с этим бороться невозможно. Как бы вы его не уговаривали, как бы вы там его не умоляли, все равно он таким и будет. Он не поменяет. Вот слово дело чести, да? Он этого не сможет из себя выбить. Даже принудить себя пересмотреть эту позицию не сможет. Вот. Будьте готовы, что всегда будут появляться, либо уже есть, либо еще в будущем будут появляться такие вот люди нечистые на руку, которые будут им пользоваться. Девочки пользоваться будут. Кстати, у кого-то, не у всех, у кого-то отыграется, что родители пользуются. Мама, папа, может быть вместе и мама, и папа. Там братья, сестры, родственники пользуются им. Вот, в наглую, да, приди, сделай. Да нам все равно, что ты там с любимой женщиной, что там у тебя семья, дети, нам все равно. Да, нам надо, значит, давай делай. Мы типа тебя родили, да, теперь ты нам должен. И он действительно верит, что он должен, что он обязан. И можно свои интересы послать куда подальше, да, нужно идти там прислуживать, либо угождать. Да, такое у кого-то есть. Слава Богу, что не у всех, но мне искренне жаль. Жаль и вас, девочки, что вы это все видите, ничего поделать не можете. И мужчину, что им так пользуются. Так не должно быть. В принципе, не должно быть. Так, еще момент. Очень ранимая душа у этого мужчины. Невероятно ранимая душа. Хоть он и выглядит там прям мужик мужиком и там пыжится, тужится, что я там непробиваемый, а ну-ка попробуй, пробей меня. На самом деле очень ранимый. И даже, знаете, одно случайно брошенное слово, там, оскорбительное, либо как унижающее его достоинство, может сделать катастрофу. Поэтому, девчоночки, все в жизни бывает, и все бывает, и все я понимаю, и вы все это понимаете. Но, пожалуйста, вот именно конкретно с этим мужчиной никогда не переходите на оскорбление и на сравнение с другими людьми. Да, я уже не говорю мужчинами, в принципе, с другими людьми. Не унижайте его, не унижайте и не оскорбляйте. Можно придумать 1001 других способов, да, воздействия на этого человека, но унижать и оскорблять ни в коем случае его нельзя. Нельзя вот от слова совсем. Вообще забудьте про это в отношениях с ним. Так, верность. Девочки, он способен на измену, но не потому, что его там потянет на запрещеночку, а потому, что он может отмстить. Вот если вы ему измените, будьте уверены, что он тоже пойдет и изменит. И тут уж, как говорят, с первой попавшейся. Но он уже заморачиваться не будет, ему важен будет именно процесс, что вот как глаз за глаз, там зуб за зуб, да, глаз за глаз. Вот что идет. Поэтому тоже провоцировать его на измены или на ревность не рекомендую. Совсем не рекомендую. Может быть, вы там думаете, пощекочу-ка я ему нервы с каким-нибудь там мужичком на работе, сфотографируюсь, да, либо там с каким-нибудь приятелем и выложу фоточку в социальную сеть. Девочки, поверьте, он найдет 10 каких-нибудь баб вульгарных, с ними пофоткается, там позажимается, вот что прям уж, точно, да, я с другой бабой фоткался. Вот, только лишь для того, чтобы, но это не месть, я уже сказала, да, глаз за глаз, зуб за зуб. Как возмездие, да, вот смотри, ты так со мной, и я так с тобой. И если вдруг он вас поймает на измене, будьте уверены, пойдет сразу же изменять. И если у вас все чинно, благородно, никто никому не изменяет, никто никого не провоцирует на ревность, он даже и думать об этом не будет. Совершенно. Даже вот там самую красивую, я не знаю, там сексуальную женщину в мире ему голенькую дай, не посмотрит даже. Не посмотрит, даст ей там, не знаю, тряпочку, скажет женщина. Наготу прикройте, а то продует. Такой вот он у вас.
Так, что вы еще должны знать? Что ждет вас в отношениях с ним? Ленивый, ленивый, девочки, ленивый. Любит полениться, знает, что должен, но иногда лень берет свое. Может спать, просыпать, может, знаете, как уснуть, сказать: ой, я полежу, да, а потом раз и уснул. Вот, и не захочет вставать, просто не захочет. Может, ну не знаю, носки не сможет до стиралки донести, куда-нибудь, знаете, в улитку скрутит и под диван засунет, а вам потом сюрпризы находи вонюченькие. Вот, это он может делать. Лень часто берет верх над ним. Это, конечно, плохо, но такой вот он, да. Но воспитывать надо, девочки, воспитывать, примерами своими показывать, объяснять, я не знаю, вдалбливать. С этим можно, в принципе, бороться, но будет сложно. Вот лень искоренить будет сложно, но возможно. Так, что еще? Он сложно переносит поражение вот в работе, в делах, в конкуренции. Он у вас такого характера. Смотрите, если он, ну, допустим, да, он не может победить, ну, там, в честном бою, допустим, да, то он может мухлевать. Да, вот у него этот азарт бешеный, просто бешеный азарт. Вы, кстати, берегите его от игровых автоматов и всяких там азартных игр. Он даже не потому, что ему это нравится, а потому что в нем какой-то бешеный азарт просыпается, это его накрывает, голова напрочь отключается, да, и тут он уже идет во все тяжкие. Вот здесь нужно быть поаккуратней. Тут, знаете, как приказывай, не приказывай, умоляй, не умоляй, но он тоже с собой ничего поделать не может. Вот такой вот он человечек. Вот, так что, если вдруг у него что-то где-то не получилось по работе, по бизнесу, по каким-то важным вопросам, девочки, максимальная поддержка, максимальная, просто вот все бросить и его на руки, да, гладить, холить или лелеять, чтобы его не понесло на такой вот скользкий путь. Да, это есть. Так, еще мужчина часто попадает в какие-то неприятности, вот связанные с правоохранительными органами. Но если едет на машине, всегда остановят его. Если там какая-то проверка документов, на него смотрят, его подзывают, у него проверяют. Вот. Ну и внешность у него такая необычная, притягивая, да. Вот. А на самом деле его поглазили когда-то. Значит, раньше никто никогда на него внимания такого не обращал. И, возможно, даже в школе его там крайне редко учительница вызывала. Вот как мимо него проходил. И его кто-то просто взял и поглазил. Он кому-то похвастался, человек сказал: о, какой ты везучий. И все, после этого пошло-поехало. Тут, девочки, надо чисточку сделать и хороший ему оберег или амулетик. Можно самостоятельно сделать. Любящая женщина, это ж силище. Никакая там ведьма, маг не сравнится с женщиной, которая любит. Вот, вы можете даже самостоятельно сделать ему оберег, поставить на него защиту, и это ему поможет. Поглаженные, девочки, поглаженные. Так, еще что вы должны знать и что вас ждет в отношениях с ним. Ну, он любит вас зеркалить, девочки. Он зеркалит вас. Повторяет за вами, либо зеркалит. Да. Почему он это делает? Нет, не из противности. Он это делает, боясь вас потревожить, либо боясь на что-то спровоцировать, да, на негатив спровоцировать. Вот, ну, мы уже с вами выяснили, да, он не очень любит думать, да, перед тем, как что-то делать. Он это тоже за собой знает. И он выбрал такую тактику. Вот я буду повторять за ней. Да, вот я точно не ошибусь. Я буду поступать так, как она. Вот что она делает, то я делаю. Вот, то точно я не ошибусь, и никаких неприятностей у нас не будет. Так что, если хотите его спровоцировать на признание, на предложение, начните первое. И он сразу же последует вашему примеру. Так, девчоночки, кто хотел бы с этим мужчиной иметь детей? Какой он отец? Никакой. Никакой. Он не будет воспитывать ребенка, он будет с ребенком дружить. Представляете? Вы родите ему друга.
если у вас ребеночек родится. Это действительно прям с самых вот прям пеленок это будет его друг. Вот. Не привлекайте к воспитанию, он будет от этого уходить, убегать и даже может сделать хуже. То есть он будет баловать ребенка, ну а вы, соответственно, воспитывать. Такая, знаете, семья добрый и плохой полицейский. Причем он добрый полицейский, чтобы вы понимали. Воспитатель из него плохой. Да, и вообще он не любит таких процессов. Он не умеет, он не может. И вот свобода, да, лишает другого человека свободы, выбора, да, либо принуждать к чему-либо. Нет, это не его, и он против этого. Вот. А так будет дружить, ребенок будет просто его обожать. Ну, конечно, большой друг, который все разрешает, все там покупает и не знает, что такое слово «нет». Так, по поводу отношений с вашей семьей, с вашими родителями и вашими близкими. Ну тут, знаете, у кого-то отыграется, что он и не очень будет расположен. У кого-то ровно, да, ровно, он принимает, он уважает, ну, как-то там, да, себя проявляет. А у кого-то прям нет. Он будет либо ревновать очень сильно вас к вашей семье, либо, ну, не знаю, вот что-то его смущает. Что-то ему смущает, и может он сам, в принципе, смущается, да, ваших родителей. Может понимает, что он не самая лучшая партия, там, ленивый, вот такой эмоциональный. Вот. Ну, так, знаете, постольку-поскольку будет общаться. Вот. К сожалению, я это вижу. Можно ли это исправить? Ну, я думаю, что можно. Со временем это исправится. Попервой, ну, такой, знаете, настороженно будет относиться. Вот. Особенно если вы там собираетесь без него к своим близким, вот он может там прям скулить, ныть, вот как ты меня оставляешь, идешь, а я... Вы ему говорите, пошли со мной. Он говорит, нет, иди лучше сама. Все, я тебя жду, иди, там за дверь вас выпихнул. Только иди, меня не надо трогать. Ну, мало ли, может, действительно стесняется. Вот. Так что, девочки, не заморачивайтесь. Слюбится, стерпится, свыкнется, да, еще поменяется. Так, по поводу ваших подруг, вот еще хочу сказать. Вот у вас как несколько подруг, либо приятельницы есть. Одна женщина ему крайне не нравится, к другим он относится нейтрально, а одна крайне не нравится. Вот вообще не нравится, не переносит он ее. Вот, может быть, он даже с ней не общался, он даже вот визуально, да, вот отталкивает она его. Вот. Может критиковать, может там еще что-то говорить. Но нет у него желания дружить с вашими подругами. Не знаю, девочки, если вы любите собираться, встречаться периодически без мужчин, либо вы любите по телефону поговорить с подругами, могут быть мелкие неприятности. Может высказывать, говорить, что тебе с подругами интереснее, чем со мной, и все такое, там тоже жаловаться может. Но не идите у него на поводу. Это не значит, что вы должны закончить все свои контакты с друзьями. Наоборот, девочки. Договоритесь. Давай, когда я говорю со своими подругами, либо встречаюсь, ты можешь пойти, там, не знаю, в компьютер поиграть, да, либо со своими друзьями встретиться. Вот. Противовес действуйте. И все будет хорошо. Так, мои хорошие. Мне очень нравится, что вам высшие силы помогают вот строить ваши отношения, помогают. Смотрите, ваш ангел вышел, и его ангел вышел. И кто-то из вашего рода, вот человек, вот глава вашего рода, как будто бы благословляет вас на эти отношения, на любовь и на семью. На семью. Вот ваш род принимает этого человека, подходит. Нам он подходит. Да. Это ДНК мы принимаем. По поводу, кстати, по поводу его рода, ну, здесь нам не показали, либо род у него такой, знаете, не очень знатный. Ну, скажем так, может быть, какие-то проблемы в роду были. Слабенький у него род, девочки, слабенькие. Но он сам по себе неплохой. Вот. А у вас род сильный, очень сильный. И они его приняли. То есть вам дали добро, зеленый свет на отношения с этим человеком. Так что если хотите, если нравится, продолжайте.
до семьи дойдете с ним. Дойдете. И да, конечно, как у всех, и плюс, и минус будет. Но тем не менее, я вижу, что вы друг к другу очень вот душевно настроены. Видите, не зря же ангелы даже ваших вышли, его ангел и ваш ангел вышел. Будут помогать, будут поддерживать, будут отгонять всякие беды и неприятности. Это хорошие отношения, добрые отношения. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.